Здравствуйте всем. Значит, с вами разберем, что значит Fisher. Этот Fisher в основном попадается в аттестации для учителей и сейчас в Олимпиаде попадается. А в национальном сертификате, например, до этого, до 2026 года еще не попался. А почему именно разбираем, если не попался, да? Вот. Именно и в этом есть nimasi ключевой момент, что tushunmaganligi uchun ham razbor qilamiz. Chunki tushib qolish ehtimolligi bor. То есть tushgandan keyin razbor qilgandan ko'ra, может tushib qolishi mumkin deb razbor qilganimiz yaxshiroq bo'ladi. Ам, Agar o'sha fisha tushsa ko'pchilik ishlolmasa plus sizlar ishlolsanglar именно katta ball beradi ancha. O'shaning uchun o'rganib qo'yganimiz yaxshi. Ho'p, значит, что значит сам Fisher? То есть Fisher, либо его x квадрат называют, то есть нахождение суть x квадрата, да? Что это значит? То есть степень соответствия полученного и ожидаемого результата. Ho'p, o'zini formulasi bor. Я вам скажу, Fisher bunaqa qiyin narsa emas. Просто biza shunchavoq genetikada ishlab kelgan narsamizni ozroq yengillik narsa bitta tushunib olsanglar logikasiga qiyin narsa emas. Qaranglar, Fisher dotda это что? Степень соответствия полученного и ожидаемого результата, да? Bu nimaga o'xshaydi? Например, qaranglar. Aytaylik, задача bo'yicha tushuntirib bersam, например, в общем 120 потомств olinsa, geterokskret chiqsa, например, гетерона, мы с вами получим соотношение 30-90 hozir. Соотношение, если 1:2:1 bo'lsa, 3 к 1 же фенотипическое соотношение, да? Например, 90 к 30, да, с вами получаем. Но, например, в некоторых случаях это у нас ожидаемый результат, да? Ожидаем мы 90 к 30 соотношений. В общем, 120 потомств bo'lsa. Например, задачада 90 ga 30 emasda, 96 ga 20 baribir общий 120 ta, lekin 96 ga 20. Mana bu полученный результат. И ikkalasini farqida unda o'ylab qaraganda, вот. Либо bunga o'xshaydi жизненный пример. Например, вы сдали сертификат, и вы, например, ожидаете B+, да? Вы ожидаете B+, это у вас ожидаемый результат. Например, вышел ответ, и вы получили, например, А, да? То есть это у вас полученный результат. Значит, вы ожидаете B+, а вы получили, например, А. Например, вы ожидаете 63 баллов, например, а вы получили 65, то есть А. И при этом у вас ожидаемый и полученный результатda то есть razницasi bor 2 ballga, to'g'rimi? И mana shu razницасini kvadratini topiladi и ожидаемый результатga bo'lib yuboriladi. То есть делится. Man sizlarga hozir примерно Fisher nimaligini tushuntirib beryapman, чтобы вот сейчас, когда я объясняю, что вы поняли. Вот хорошо. Значит, Fisher – это у нас степень соответствия полученного и ожидаемого результата. То есть x квадрат, сам Fisher, находится равно. Xo'p, mana bu kod nimadir ahamiyat nima deydi? Nimadir bermaydi. Nичего не дает. Просто formulada bor. P minus Q в квадрате, а P minus Q дает D. То есть D квадрат devam etdi. O'zi o'ylab qaraganda и деленное на Q. Endi bu formulada nima? X квадрат сам это Fisher. То есть степень соответствия полученного и ожидаемого результата. P это что? P и P deb yodlab qolinglar. Полученный результат. То есть вы, например, получили А. Вы это его получили. А Q это у нас ожидаемый результат. Например, вы ожидали B+. Вот такого смысла. И bizada степень свободы degan narsa bor. То есть степень свободы это что? N штрих равно, то есть это степень свободы, а N равно число фенотипических классов. Например,
getro ani getro aga skript chiqsa, bizada A красный bo'lsa, например, dominant, рецессив А белый bo'lsa, соотношение 3 к 1, да, выйдет. У вас число фенотипических классов 2 и так далее. Чтобы найти степень свободы, вы 2 отнимаете 1, у вас степень свободы 1. Bu задачада so'raydigan joylarini tushuntirib beryapman. Вот сейчас на основе задачи мы с вами рассмотрим. На основе нескольких задач. И вероятность рассчитывается обычно при 0,05. Это где? Например, вы после нахождения степени свободы n', что вы делаете? Например, shkod tabletsamizda bor. Ну, вот здесь вот ozodlik darajasi. Это как степень свободы. Фишер дается в основном хорошей информацией в узбекских книгах. Из этого маршрут jadval, то есть таблицаны beryapti. Hop, n' вот равно n минус 1. У нас же, например, этилик степень свободы вышел 1. Значит, вы смотрите на 1 и имеете тот, вероятность рассчитывается обычно при 0,05, да? Значит, bizga mana bu rad kerak. Запомните, mana bu o'zi tablitsa kerak emas mana shu joyi именно. А bizga nima kerak? Mana bu joyi. Ho'p, это у нас используется в биологии, а это у нас в медицине. То есть эту таблицу. Ho'p, endi mana shu joyi kerak edi bizga. Belgilab qo'yaylik. Вот. Давайте мы с вами Фишер хорошенько рассмотрим на основе задачи. То есть после задачи все вопросы поймут. Значит, у пшеницы красный цвет зерен доминантно полностью доминирует над розовым. Из 120 потомков, полученных в результате скрещивания растений с краснозерной пшеницы с гетерозиготным генотипом, 96 были краснозерными, а 24 с розовозерными. И определить вот x квадрат, определить число степень свободы и определите, соответствует ли полученный результат в нулевой гипотезе. Buni ham hozir tushuntirib beraman. Ko'rasizlar, tepasi обычная генетика, а то, что спрашивают, это фиша. Что мы будем делать? Давайте мы с вами решим эту задачу. Дается цвет зерен, доминантно красный, рецессивно розовый, да? Endi скрещиваете, говорите, гетерозиготные организмы, и мы с вами получаем, например, в пенете, endi sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun penet chizdim. Красный у нас выйдет 3, а розовый 1. То есть соотношение 3 к 1. То есть фенотипическое вот соотношение 3 к 1. 3 красных, 1 розовых. А их общее количество 4. Это общее количество. А количество фенотипических классов 2. Почему? Потому что красный и розовый, да? Соотношение вот 3 к 1. Дальше идем с вами. Например, в задаче говорится, что 96 и 24. Смотрели, задачаga berilayotgan количество – это полученный результат. Полученный результат bo'lsa, полученный результат у вас 96 и 24 в общем 120. Да? А мы что ожидаем? Например, общий 120 bo'lsa, соотношение 3 к 1. Hozir men mana bu yerda 3 к 1 soatnoshение yozganim ozroq xato. Nimaga? Chunki 96 bilan 24 не соотношение 3 к 1. Ho'p, o'shaning uchun ham если, например, 24 умножить на 3, ho'p, при этом simsiz bo'ladi, o'ylab qo'yganda. Ho'p, shunda nima qilamiz? Ho'p, bizga anaqa katta tablitsa kerak. Anaqa katta emas. Удобный shunaqa tablitsada ishlagan yaxshiroq. Но можно и в уме его решать, и можно и без таблицы его решать. Но таблица тuzsanglar удобнейroq. Что вы будете делать? Tepasida пишите фенотипы, например, красный, розовый. Например, или keyingi safar задачада 4 ta fenotip bo'lsa, например, красный, например, aytaylik, красный гладкий, красный морщинистый, розовый гладкий, розовый морщинистый, да? 4 ta bo'lsa, 4 taga bo'lasiz.
И beshinchisi bo'ladi общий. Mana bu yerdagi boshidagini ham joy qoldirib qo'yasizlar. Xo'p, shunda bizada красный и розовый chiqdi. P ga yozasizlar. Mana bu yerda. P же мы знаем полученный результат, да? И P у нас, запомните, практический результат, можно сказать. Э, Практический результат у вас, то, что которое количество дается в задаче, это практически, либо полученный результат 96 и 24. В общем сколько? 120, да? А у нас соотношение фенотипическое именно, фенотипическое соотношение 3 к 1. В общем вот 4. И делаем пропорцию. И тегini qilamiz. Q мы обозначили ожидаемый результат, либо теоретический результат deyiladi. А в общем вот 120 bo'lsa и соотношениеga qarab biz пропорция qilamiz. 120 умножаем на 1, деленный на 4. 30. 120 умножаем на 3, деленный на 4, 90. Хоп, значит, Q это у вас ожидаемый результат, да? То есть мы такое количество получали при решении задач, например, генетики. А при практических условиях, например, 96 и 24 получили. И потом что мы делаем? Находим разницу между практическим и теоретическим результатом, либо между полученным и ожидаемым результатом. То есть это дает D. То есть разница получается буквой D. Hop, qaraylik, bu yoqda разница 96 и 90. Плюс 6 ga разница. Bu yoqda 24 и 30. Минус 6 ga разница. То есть P минус Q. P минус Q. Но mana bu плюс-минус тут не имеет никакого значения, лишь bizda разница bo'lsa bo'ldi. И потом уже снизу мы пишем квадрат этой разницы, то есть d квадрат. 6 умножаем на 6, 36, 6 умножаем на 6, 36. И все, под конец, oxiri, мы находим уже Fisher, то есть x квадрат. X квадрат равняется по формуле nima edi? P minus Q квадрат deydi, а P minus Q o'ziga biz topdik, y kvadratini topib oldik. Значит, все. Сверху сможем мы написать d квадрат, деленный на Q, вот. А Q nima edi bizda? Ожидаем результат. 36 деленный на 90, мы с вами получим 0,4. И тут тоже 36 деленное на Q, именно сверху, который Q bo'lamiz, 30. 1,2 получаем. И мы плюсуем это все в конце. X квадрат у вас равняется 1,6. Хоп, все. Мы с вами нашли x квадрат, то есть Fisher. Endi степень свободы topamiz. Chunki второй, sizlardan so'rayapti. Вот, определить x квадрат мы с вами нашли. 1,6. Endi определить число степени свободы. Bu ham juda oson narsa. У нас фенотипическое соотношение kerak bo'ladi. 1 и 2 же фенотипическое соотношение. А степень свободы как мы находили? n' равно n минус 1. А n равнялся у нас количеству, то есть число фенотипических классов. n' равно 2 фенотипических классов, то есть красный и розовый, минус 1. Значит, степень свободы 1. Хоп. Значит, вот мы с вами нашли определить число степени свободы, говорится 1. 1,6 x квадрат topdik. Endi 3'te topdi. Определите, соответствует ли полученный результат нулевой гипотезе. Ana endi bizga mana bu tablitsa kerak. Endi qarang. Степень свободы вот, да, mana bu ряд. Вертикал ряд. А bizda степень свободы к чему равнялся по задаче? Мы нашли вот здесь вот единицы. Единица bo'lsa, shunda bizga mana shu tablitsada именно единица joyi qizuv va 0,05 rяды qizuv. Значит, 1dan 0,05gacha kelamiz. Mana 3,841 ga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? А у нас x квадрат сколько вышел? 1,6. Хоп, запомните, если x квадрат меньше от нулевой гипотезы, именно которая ehtimollik вероятностьdan, у нас же 3,841, да. Mana shu вероятностьdan, можно сказать, меньше,
То есть 3,841 gacha yetib bormaganmi halicha? Значит, она соответствует к нулевой гипотезе. А если x квадрат наоборот больше, чем вероятность, которая вот здесь вот 3,841, значит, это не соответствует double apps. То есть, что qo'yamiz? Да или нет? Окей, значит, у нас же 1,6 вышло, да? А bu yoqda 3,841. Значит, bu больше. Значит, namitga да, соответствует. Все, значит, мы решили задачу на основе вещей. Значит, ko'rdinglar, qiyin narsa yo'q. Bitta mana bu tablitsachani o'rganib olsanglar, qayerda nima qo'yish, nima qilishi и так далее. Endi qaranglarda, bu tablitsa juda удобный. Xuddi shu tablitsada qilgan narsalarni o'zinglar ham qilsanglar bo'ladi. То есть o'zinglar buni yozib, без tablitsa и так далее. Но adashib ketasizlar qayerdadir. O'shaning uchun mana shu tablitsani qilganinglar yaxshiroq bo'ladi. Endi qaranglar, bu birinchi типаж. Смотри, давайте с вами разберем еще второй, более сложный уровень. В yoqda ham u авсарибристис верхний цветковый доминирует над гладкостью, ранее спелость над поздней спелостью. Endi bu yoqda ikkita признак bor-da. Эти две пары генов расположены в разных галактических хромосомах и наследуются независимо друг от друга. Если в результате скрещивания растений с дигидрозиготным генотипом в потомстве было получено 350 растений с ребристыми чешуями и раннеспелых, 125 растений с ребристыми чешуями и позднеспелых, и 110 растений с гладкими чешуями раннеспелых, и 55 растений с гладкими чешуями и позднеспелых, говорится. Хоп. И определите x квадрат, определите число степени свободы, определите, соответствует ли полученный результат нулевой гипотезе. Хоп. Значит, верхняя цветковая чешуя А – доминант ребристость, ретивная гладкость, хоп. Плод Б – ранняя спелость, ретивная Б – поздняя спелость. Скрещивайте дигидрозиготные генотипы между собой, и мы получаем вот такие вот фенотипы. Доминантная А, доминантная Б, доминантная рецессивная Б, рецессивная доминант Б, рецессивная А, рецессивная Б. То есть мы с вами получаем ребристый раннеспелый, ребристый позднеспелый, гладкий раннеспелый, гладкий позднеспелый. Hop. Bu narsani fenotip topsanglar ham bo'ladi. Из-за того, что тут все гены гетерозиготы, тут и формула тоже работает, либо методом дроби ishlasalar ham bo'ladi. Например, если A с A скрестить, bizga kodda A emas qiladigan genotipda 3 ta chiqadi, olib chiqadi. Изотоп 3/4. Xuddi B'da ham xuddi shunaqa изотоп 3/4. 3/4 умножаем на 3/4 9/16 bo'ladi. Либо формулага qo'ysak bo'ladi 3 в n степени n количество доминантных признаков. Тут же, например, ребристый и раннеспелый. Вот, ребристый, раннеспелый. Все доминантные признаки. Из этого 3 в квадрате ответ 9. В yoqda ham xuddi shunaqa снизу. 3/4 умножаем на 1/4 3/16. Либо сколько доминантных признаков? Ребристый только, да? Из этого 3 первой степени 3. Farqi yo'q. Bu metodda ishlaysizlarmi, bu metoddan farqi yo'q. Bu yoqda ham xuddi shunaqa 1/4 умножаем на 3/4 3/16. Либо сколько доминантных признаков? Раннеспелый. 3 первой степени 3. А bu yoqda 1/4 умножаем на 1/4 1/16. Либо 3 в n степени n количество доминантных признаков, тут 0. X. Нету доминантных признаков, из этого 3 нулевой степени это будет 1. Значит, соотношение фенотипических классов 9, 3, 3, 1. Значит, да? Endi bo'ldi, mana bu formulaga qo'yamiz. То есть tablitsaga. Tablitsa boya o'rganib oldik. Oson. Mana bunaqa hozir ko'rinishidan juda qiyinga o'xshayapti-yu, lekin hozir ko'rib chiqamiz oson. Endi qaraylik. Tepada biza fenotip yozardik. Ребристый раннеспелый, ребристый позднеспелый, гладкий раннеспелый, гладкий позднеспелый и общее, да? Endi qaraylik. Из-за того, что у нас фенотипов уже 4 в количестве, o'shaning uchun 4 ta shunaqa rad qildik. И
Qo'shimchaga, например, tepasida genotiplarni yozib qo'ysalar bo'ladi, чтобы adashib ketmasligi uchun. И фенотипическое соотношение у нас вышло 9:3 к 1. Endi tagiga nima yozardik? P, то есть полученный результат. Вот это, которое вот здесь вот количество, это по условию задач, которая дается вот 350, 125, 110, 59. Это значит, что те, которые количество дается по условию задач, это значит полученный результат, либо практический результат. 350 ребристых раннеспелых, 125 ребристых позднеспелых, гладких раннеспелых 110, гладких позднеспелых 55. Если это все прибавить, плюс и плюс, мы с вами получим в общем 640. И соотношение они 9, 3, 3 к 1 находятся. И в общем 16. Endi в общем, если 640, o'sha Q, biz ожидаемый результат, o'sha соотношение результатlarni topib olamiz. То есть 640 bo'lsa, в общем, умножаем на 1, деленный на 16. Короче, пропорция 40 chiqadi, 120 chiqadi, 120 chiqadi и 360 chiqadi. И biza topamiz их разница, то есть D ni topib olamiz. P minus Qni. 360, например, и 350, их разница 10. Lekin o'zi tepadan то есть P minus Q отнимается, да? Давайте минус 10 yozamiz. 125 минус 20 плюс 5. 110 минус 120 минус 10. 55 минус 40 плюс 15. Но вот здесь знак, то есть положительный, либо это отрицательный, не имеет никакого значения. Почему? degan joyiga tushuntirib berib olaman sizlarga hozir. Ну, masalan, o'zim lekin umuman juda kerak emas narsa sinab o'zi. Endi tagidan d kvadrat topamiz. Endi minus 10 ko'paytirsalar 100 to'g'rimi? То есть положительный знак o'tib ketadi. Плюс 5, то есть 5 в квадрате 25 и минус 10 умножаем на минус 10 это 100. То есть минус значение становится как плюс. И bu yoqda 225. Endi nima qilardik? D kvadrat topib oldik. Endi x kvadrat равно, то есть d kvadrat p minus q в квадрате deydi formulada. Mana shu o'zi d kvadrat deb yozsak ham bo'ladi. D kvadrat делено на q. Q это у нас ожидаемый результат. Значит, 100 деленный на 360, 0,27. 25 деленный на 120, 0,28. 100 деленный на 120, 0,83. 225 деленный на 40, 5,625. И все это плюсуем. То есть набиралка бекорга общий degan narsa yozmadim. Значит, 6,933. Значит, x квадрат равняется 6,923. И находим с вами степень свободы. Если найти с вами степень свободы, то есть степень свободы как мы находили? Мы находили n' равно n минус 1. У нас 9, 3 к 1 соотношение, это значит 4. Фенотипический класс. n равно фенотипический класс. 4 минус 1 значит степень свободы равняется 3. Ana endi mana bu tablitsa o'zi beradi. Bu tablitsani yodlab o'tirishinglar shart emas. У нас же вот 3 ozodlik darajasi, это есть степень свободы. Вышло, да, у нас 3. И нам нужен именно ряд 3, который 0,05 рядиga. O'shaning uchun mana bu 0,05 rяд klubidagi. Вот. И именно mana shu 3-rядga keldi bizada. Qaranglar. Bizada 7,815 turibdi. Значит, oshib ketmagan doim, to'g'rimi? Не превышает это количество 7,815, а у нас 6,933. Значит, соответствует к нулевой гипотезе. А если 7,815 какое-то число числительного это x квадрат, то у нас не соответствовал бы к нулевой гипотезе. Значит, x квадрат у нас вышло 6,933. Курсы, да, qiyin joyi yo'q. Степень свободы у нас равняется 3.
Твердо, да. Соответствует. Точка. Hop. Ну, unda ko'rdik. Endi qaranglar. Mana bu tretья задачами o'zinglar ishlaysizlar для практики. Эта задача на основе комплементарии, то есть форма tykli. Ko'rasizlar, keyin safar, например, epistazdan ham tushib qoladi. Ikkidan. Nasam, Fisher любая genetika tushadi-da. Masalan, ertaga, возможно, genetika tashiydi-da, oxirida Fisherni ham qo'shib yuboradi shunaqa. Ko'rasizlar, o'zi tepasi в основном обычно genetika. Endi yana bitta tipaji bo'lishi mumkin. И, например, 31 задача. Xuddi o'sha tablitsa qilasizlar. Tablitsadan просто разницу so'raysizlarda. Qaranglar, у растений пшеницы низкий рост стебля полностью доминирует над высоким. В результате скрещивания низкорослых растений пшеницы с гетерозиготным генотипом получено 34 особи с гомозиготным доминантным генотипом, 58 особей с гетерозиготным доминантным генотипом и 28 особей с гомозиготным рецессивным генотипом. Определите, насколько фактическое количество низкорослых, то есть фактическое количество деганы был, то есть полученное количество низкорослых представителей потомства отличается от теоретически его ожидаемого. Здорово. Энд, например, скрещиваете, говорите гетерозиготы между собой, и мы получаем вот такой вот результат. Низкорослые, доминантно низкорослые, рецессивно А у нас высокий рост. Shunda фактически либо полученный результат, либо практически фактор равняется 34 доминантных гомозигота, которые имеют гетерозигот 58, а рецессивная гомозигота у нас 28. Если в общем 120 форму, это характер был полученный результат который. А в соотношении узы нечих 1, 2 к 1 узы. Например, с генетической точки зрения. И в общем 4 узы, в общем 120. Тут пропорция силы мы ожидаем такой результат. То есть теоретически. 30, 60 и 30. Endi to'xta. Hozir endi dальше davom ettirsak, разницасini topib, kvadrat, u x kvadrat, u Fisher bo'lib ketadi. Bu ham Fisher o'zi. Просто на основе этого говорят, что насколько, то есть полученный результат представителей именно низкорослых отличается от ожидаемого результата. 38 и 58. Здорово. Сколько? 92. Это у нас фактически. А теоретически 30 плюс 60 – 90. А bizdan высокий рост so'ramayapti. O'shancha qismimiz. Значит, мы ожидаем 90, а получили 92. Такой вот смысл. Например, o'sha yana сертификат. Например, делить, вы зашли на сертификат, и вы ожидаете, например, 90%. Например. То есть B. А вы получили 92. То есть, например, делить B плюс вы получили. То есть разница в чем? На 2. Такого смысла. Йодахан фактически 92, а вы ожидаете 90. А в следующем сурот разница. Значит, фактическое количество низкорослых на 2 больше, чем от теоретически его ожидаемого. На 2 больше. Значит, вот с вами разобрали, что значит фиша. Ko'rdinglar, думаю, unaqa qiyin narsa emas, то есть сложного тут ничего нет. Если хорошенько именно изучить процесс сейчас, вот, bitta o'sha formulachani nimaligini bilib olsanglar, все Fisher sizlar uchun juda oson narsa bo'ladi. И aytyapman, nimaga bu Fisherni ko'ryapmiz? Chunki haligacha sertifikatni tushmagan. Yana qaytaman, tushmadi. Вот. Ko'rayotganligimizni sababi ham shu. Tushmaganligi uchun ko'ryapmiz. Ko'pchilik o'ylayapti, tushmayapti-yu, nimaga ko'ryapmiz? Tushib qolsa ko'rgandan ko'ra, tushib ko'rgandan ko'ra. Tushmay, потом tushib qolsa, это для вас плюс. Chunki, masalan, har safar, я вам скажу, sertifikatda yangilik hot. Har safar, например, aytaylik, в 2025 году, 29-30 ноября, например, O'zbek потокka
двойная аутосомная крессинговая. То есть двойной аутосомный крессинговый tashlab. Например, до этого tushunmaganman qanday chiqadi. Yengillik qildi. Mm, Например, variatsion rяд tashlab. Hali tushunmagan narsani yengillik qilyapti. Shuning uchun biza yangi narsalarni o'rganishni boshlayishimiz kerak, что ertaga tushib qolishi mumkin. Ehtimolligi bor. То есть есть вероятность. Всем спасибо за просмотр. Вот, тем, которые вот до конца вот посмотрели. Всем удачи, ребята.